Салам алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова я, Джамбулат Умаров, со своим грозным взглядом. В данном случае этот взгляд обращен на одну очень интересную статистику, которую, видимо, составляли, начитавшись трудов разных экспертов, разных авторов, в числе которых я могу даже назвать Чезаро Ламброзо, да, который определял преступника по лицу, по его антропометрическим данным. Ну, видимо, этой болезнью заболели некоторые наши эксперты, и они утверждают, что мигранты – это та социальная среда, где совершаются преступления, что вот, дескать, надо с этим что-то делать там и так далее. Ну, понятное дело, что, скажем, люди, которые приезжают с Кавказа, приезжают со Средней Азии, которые жили там в своих мусульманских, я не знаю, кавказских, со своим менталитетом социумах, приезжая в другие города, разумеется, многое из того, что было им там недоступно, становится доступным благодаря местному менталитету. Появляются драки, появляются там какие-то этнические мафиозные группировки. Ну ладно, давайте посмотрим на то, что творилось или творится в Америке, например, которая считается для многих образцом, для многих либералов. Слушайте, господа, вспомните первую четверть 20 века, вспомните Бруклин, вспомните Гарлем и посмотрите, да, что творилось там. Итальянская этническая группировка, кровожаднейшая, еврейская, помните, синдикат был целый, да? Я вам не говорю про колумбийскую мафию, которая сегодня нагоняет ужас на все побережье Соединенных Штатов Америки, и торговля дурью и порошком – это их единственный бизнес, который, кстати, властями Соединенных Штатов Америки и крышуется. Посмотрите на китайскую мафию, на триады, посмотрите на якудзу, которая себя очень вольно чувствует почти во всех этих городах. Посмотрите на нашу с вами русскую мафию, о которой уже целые книги написаны. Поэтому, подождите, проблема о том, что есть этническая преступность. Ну что значит этническая преступность? Почему преступности мы придали этническую окраску или конфессиональную окраску? Точно так же, как терроризм мы называем исламским. Как будто бы бывает исламский терроризм. Исламского терроризма нет в природе, есть терроризм, есть преступность. Все воры крадут практически одинаково. И, может, мы в себе должны разобраться, прежде чем вешать ярлыки на преступность, на чеченскую, азербайджанскую, русскую, еврейскую и так далее. Может быть, мы сначала посмотрим, как мы вообще сами работаем, как мы с вами справляемся вообще с преступностью. Посмотрите, например, на опыт Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики, который является также гарантом ее конституции, казалось бы, вроде и не должен был бы заниматься хулиганской деятельностью какого-то чеченца, юноши на территории, скажем, Москвы и Московской области. Там своих правоохранителей достаточно. Но с другой стороны, мы не снимаем с себя этой ответственности. Рамзан Кадыров, который лично подписал концепцию духовно-нравственного воспитания молодежи, как главный подписант и гарант исполнения этой концепции, он, как национальный лидер народов своей республики, проявляет свою личную гражданскую патриотическую позицию. Он, не задумываясь, зовет хулигана, бросившего банку в русского мальчика, оскорбившего его, он зовет его к себе навстречу. И что происходит на глазах сотен миллионов? Этот мальчик приходит, этот мальчик кается, этот мальчик осознает свою несостоятельность, отказывается от своего неправильного пути, идет в организацию по очистке и озеленению города Грозного и работает там до сих пор. Другой случай. Выскакивает лихач на встречную полосу. Это было совсем недавно. Да, происходит трагедия. Происходит трагедия. Конечно, там не было умысла, никто никого не хотел убивать, сбивать. Так получилось, к нашему великому сожалению. И что дальше? Он скрылся с места происшествия, и опять Рамзан Кадыров. Все посмотрели в сторону Чечни. И стоило ему только сказать, чтобы тот появился и сдался властям, тот появился и сдался властям. Идут следственные действия. И несмотря на это, все-таки я считаю, что мы великая страна. Я считаю, что во всех своих городах и весях, во всех своих округах
территориальных районах мы и органы правосудия должны выполнять свою работу, не кивая на губернаторов, не кивая на национальных лидеров и не кивая на глав республик. Пусть каждый занимается своим делом. А концепция наша, которая уже не раз доказала свою состоятельность, я думаю, она послужила бы неплохим примером и для других регионов нашей с вами необъятной России.